В Европе его очень хорошо знали и знают, и в России нет. Мехди Дус рассказывает татарстанцам об Александре Рубцове, самом знаменитом русском художнике Туниса. Бизнесмен из Северной Африки приехал в Казань показать уникальные работы мастера широкой публике. Выставку назвали «Между Тунисом и Россией». Вот нельзя смотреть, пойти в музей и говорить, я буду смотреть сегодня Рубцов. И, к сожалению, и выставки тоже не водятся Рубцова. Они все по коллекционерам дома. Поэтому то, что я выставку организовываю Рубцова, да, и чтобы люди говорили о нем, это, я считаю, что это святое дело. Я буду продолжать. Когда вернется, я как раз хочу сделать музей Рубцова. У меня дом есть готовый под это. На открытие выставки собрались порядка 100 человек. Здесь как студенты вузов, так и взрослое поколение, а еще туристы. По этому случаю в Казани и посол Тунисской республики в России. Александр Рубцов в течение долгих лет был в забвении. Он такой талантливый художник, сегодня имеет возможность вернуться через свое прекрасное творчество сюда, в Россию, чтобы наконец получить то восхищение, ту признательность, которую он заслуживает. Через свои картины Рубцов отражает эпоху, в которой жил, и передает эту информацию будущему поколению. Многие сюжеты картины Рубцова рассказывают о мавританском фольклоре, арабском быте и прикладном искусстве. Они передают экзотичность, красочность североафриканских пейзажей. Смотря на работы, даже не верится, что художник родом из Петербурга. В Тунис Александр Рубцов влюбляется с первого взгляда в 1914-м. Действительно, одна из моих любимых картин. Посмотрите на лицо, на глаза. Сквозь полотно на нас смотрит маленькая туниска Саида. В глазах девочки Рубцов смог отразить надежду на светлое будущее. Наверное, поэтому за этой работой охотились десятки коллекционеров. Мехди Дусу чудом удалось его отбить на аукционе за 180 тысяч евро. На экспозиции представлено более 120 работ. Среди них только одна единственная не принадлежит Александру Рубцову. Это работа Василия Кандинского. Он полгода жил в Тунисе и был наставником Рубцова. На этой работе он изобразил сумерки. Первый раз свою коллекцию Мехди Дус представил в Москве 3 года назад. В этом году работы Рубцова увидели и в Государственном русском музее страны. Здесь за месяц выставку посетили более 60 тысяч человек. Такое искусство, такие произведения, они малоизвестны публике. Как правило, если известно что-то такое этнографическое. А здесь нет этнографии, здесь есть портреты, здесь есть люди. Люди с конкретными именами, люди с конкретными судьбами. Конечно, он их изображал всегда в национальных одеждах. Это была не этнография, а это была их жизнь, их существо. Мне очень понравились лица тунисских женщин, население. Вот у него очень шикарные портреты. Я обратила внимание, что у него написаны на холсте, они интересны, как рогожка, да? Приехала с Казахстана, с города Уральска. Я пришла сегодня случайно, я даже не знала, что, оказывается, сегодня день бесплатного посещения. Еще плюс открылась выставка картин. Все картины очень замечательные. В каждой картине есть что-то особенное свое. Выставка «Между Тунисом и Россией» продлится в Кремле до 26 февраля. Сирина Сахапова, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань.